Скажите, пожалуйста, сейчас продолжают идти суды в Северо-Кавказском военном окружном суде. Вы тоже присутствовали на них. Скажите, пожалуйста, какие сейчас идут процессы, на каком этапе, стадии находится следствие? Я присутствую в одном процессе по делу так называемой Симферопольской пятерки. И сейчас идет стадия предоставления доказательств стороной обвинения. Проходит эта стадия достаточно интересно. Есть очень много моментов, на которые мы обращаем свое внимание. В частности, на прошлом судебном заседании сторона обвинения исследовала вместе со стороной защиты материалы, которые были изъяты при обыске в домах наших подзащитных. И эти вещественные доказательства, которые приобщены к делу в качестве доказательства вины наших подзащитных, были очень и очень интересными. В частности, в качестве вещественного доказательства вины были предоставлены два смысловых перевода Корана. Один Кулиева, авторство второго я не помню. На мой вопрос прокурору, является ли это доказательством вины, он сказал, что этому даст оценку суд. Также очень много брошюр, книг общей исламской направленности, таких как «Праведная семья», либо касательно праведной жены. И я не совсем понимаю, какое отношение это имеет к делу и каким образом доказывает вину наших подзащитных. Для нас это не что иное, как борьба с инакомыслием, не что иное, как попытка создать образ террориста из обычного мусульманина. Лилия Ханым, вот вопрос такой. Вы говорите, что сейчас идет стадия ознакомления с доказательствами в этих уголовных делах. И в качестве доказательств приводят, собственно говоря, книги, которые вообще не запрещены, такие как перевод Корана и вот те брошюры, о которых вы нам сказали, то есть о семье, о жене и тому подобное. То есть, а каким образом вообще они тогда, если это даже не запрещенная литература, каким образом она фигурирует в делах, и причем как вещественные доказательства в их там причастности к чему-либо? Вот остается эта загадкой для стороны защиты, каким образом эти материалы могут свидетельствовать о виновности и для чего они вообще были приобщены в качестве вещественных доказательств. Сторона защиты готовит ходатайство о признании этих доказательств недопустимыми и об исключении из списка вещественных доказательств, из списка доказательств по этому делу. Эти материалы, они действительно являются незапрещенными. Более того, в материалах есть какие-то отдельные листки с непонятными, с отрывочными, записями из каких-то тем. И, на мой взгляд, вся, скажем так, запретность этих тем заключается в исламской направленности, либо в арабском тексте, который присутствует в качестве аятов из Корана. Есть, более того, есть детские рисунки, которые почему-то тоже оказались в этих материалах. Последний раз на последнем заседании вообще произошел курьезный случай, такой из коробки, где были сложены вещественные доказательства. Прокурор достал пластиковый файл с файлами, которые были вообще ничем не заполнены. И на наш такой немой вопрос он сказал, это скорее всего там что-то было, но вот вытащили и просто файл вложили в коробку с вещественными доказательствами, эту папочку пластиковую. Это показывает не просто заинтересованность следствия назначить кого-то террористами, это показывает то отношение, в принципе, к делу, которое есть у следователей, насколько халатно они подходили к делу и собирали дело абсолютно из всего, что было под рукой.
Лилия Ханым, вот такой вопрос у меня. То есть, собственно говоря, вот эти все обыски, которые мы видим, то есть врываются в дома и что-то вот ищут. То есть, по сути, вот назначение вот этих обысков получается что-то найти, что потом впоследствии должно быть каким-то аргументом, доводом у стороны обвинения. То есть вот за столько обысков, за столько лет вот этого всего процесса находили ли что-то вот у крымских татар, что вот можно было, на ваш взгляд, как юриста, как адвоката, правозащитника, что можно было бы интерпретировать как адекватное вообще доказательство того, что вот кто-то в чем-то виноват? Ну, здесь нужно проблему рассматривать достаточно широко, и, наверное, в рамках одного сегодняшнего эфира рассказать будет сложно. Вся проблема в том, что доказательствами по этой статье, по статье 205.5, достаточно доказывать наличие участия в террористической организации, но не наличие самих терактов, да. То есть, если докажешь, что ты член Хизб ут-Тахрир, то ты априори уже являешься террористом. Для этого тебе не нужно не совершать терактов и так далее. То есть на эту проблему более широко смотреть. Теперь, если говорить о терактах, да, о самих терактах, то должно быть, естественно, четкие доказательства, которые будут свидетельствовать об участии либо о подготовке данного теракта. И это должны быть не просто книги, не просто журналы и не просто мысли в головах у людей. А участие в Хизб ут-Тахрир доказывается в том числе, например, как было и по Симферопольской пятерке, показом видео с канала «Россия-24» относительно митингов, которые проходили в Крыму в украинский период. Угу. Лилия, также нам стало известно, что вот адвокат Теймура Абдуллаева сказала, что Теймур очень плохо себя чувствует, и об этом писала на своей странице Диляра Тата, мама Теймура Абдуллаева. Что вам известно об этом? По имеющейся информации, у него там пол лица онемело, глаз не видит, ухо не слышит. Что вы можете сказать по этому поводу? Но на самом деле Теймур настолько, я не знаю, сильный и очень, я не знаю, мужественный такой человек. Он мучается с этой болью, у него ухо болит на протяжении уже нескольких заседаний. В прошлом заседании он все заседание провел в шапке, пытался, наверное, таким образом как-то согреть ухо, либо чтобы унять эту боль, одевал шапку. Он написал заявление на осмотр врача в следственном изоляторе, не получил абсолютно никакой реакции на свое заявление. А в этом судебном заседании мы уже обратили внимание на то, что он практически не слышит на одно ухо, очень плохо ему это удается. Соответственно, его адвокат Марина Дубровина, она обратила внимание суда, что таким образом, при таких обстоятельствах, процесс, который проводится в отношении Теймура, он нарушает его права, нарушает его право на защиту, так как он не может полноценно участвовать в судебном заседании и осуществлять свои права. Марина Алексеевна ходатайствовала перед судом о том, чтобы суд тоже принял шаги в этом направлении для того, чтобы были соблюдены права Теймура Абдуллаева. Суд пообещал со своей стороны связаться со следственным изолятором, выяснить вопрос, почему нет реакции на его заявление, и направить ходатайство о том, чтобы Теймура вывезли на медицинское обследование, назначили ему адекватное медицинское лечение. Со своей стороны Марина Алексеевна написала жалобу в прокуратуру по надзору за действиями Федеральной службы исполнения наказаний и непосредственно обращение к начальнику СИЗО. А также порекомендовала маме Теймура Абдуллаева сходить на личный прием к начальнику СИЗО для того, чтобы ускорить этот вопрос и для того, чтобы к следующему судебному заседанию Теймуру была оказана помощь. Действительно, отит, как мы предполагаем, что это был отит, он дал осложнение и началось воспаление лицевого нерва.